Я не могу сказать, что я большой фанат Дэйва Батисты. Ой, я смотрел все ваши рестлинги. Нет, и помимо его участия во всяких WWE, потому что он профессиональный американский рестлер, бодибилдер, а также смешанных единоборств боец, 2 детей отец и вообще просто молодец. Помимо всего прочего, он также и актер. И своих братьев береги, девушку люби, маму храни, врагов хорони, суп посоли, ковер отряхни, Али рули. Пора заканчивать с этими дебильными каламбурами, перестать читать эти конченые пацанские паблики. Мы все прекрасно помним Дэйва Батисту в таких работах, как Али рули, План побега 3, опять в рифму, Мой шпион. Господи, в какой же он шляпе только не участвует, помимо рестлинга, который я тоже считаю полной шляпой. Хотя, знаете, на Сеге была очень прикольная и веселая игруха, мы в нее играли. И это нигде, кроме как Мстителей Стражи Галактики, его вспомнить не могу. И вот вышел новый свежий фильм с его участием «Армия мертвецов» от Зака Снайдера, где в качестве режиссера выступает Зак Снайдер. Сценарий к фильму написал Зак Снайдер. Оператор фильма тоже Зак Снайдер. А композитор кто-то другой, не будем его называть. После выхода «Рассвета мертвецов» в 2004 году, который успешно выстрелил в прокате, спустя 17 лет Зак Снайдер снова решил вернуться к жанру хоррор-фильмов. Нам покажут город Лас-Вегас, который кишит живыми мертвецами, а на окраине этого города персонаж Дэйва Батисты — это бывший военный по совместительству повар, который стоит и жарит бургеры в забегаловке. И в какой-то момент получает задание собрать команду на ограбление хранилища, в котором находятся сотни миллионов долларов. И трудность тут заключается не только в том, что придется выполнять задания в эпицентре логова зомбаков, которые все время будут хотеть вас пытаться убить и съесть, да? Ну а также из-за ограничения по времени, потому что у военных свои взгляды на этот город, и они собираются сравнять это место с землей. Стоит отметить отличные вступительные титры фильма и вообще отличное вступление. Повсюду чувствуется почерк Зака Снайдера, потому что, как я сказал ранее, он ко всему приложил руку. Кстати, есть такая вещь на протяжении фильма, когда он злоупотребляет, или это его своеобразная фишка такая, да, когда он использует очень неглубокий, нерезкий, небольшой фокус, да, к примеру, когда персонаж теряет резкость и кадр или персонаж становится размытым, он оставляет этот почерк размытости на протяжении всей сцены. И такое случается довольно часто. Есть подозрение, что многих людей подобное будет бесить или раздражать. Я не из их числа, просто я об этом говорю, потому что это случалось довольно часто, чтобы я это смог заметить. Что крутого по поводу этого фильма, что зомби здесь не одинаковые, они разнообразные. Есть классические зомби, да, которые тупят, так скажем, которые идут в стену, как персонаж из GTA, или медленно плетутся. Есть также очень быстрые зомби, которые напрыгнут и разорвут вас в мясо. А также есть фильмы так называемые альфа-зомби, которые очень умные, и остальные зомби подчиняются им. И у всего этого народа зомби есть своя иерархия с ее лидерами и предводителями. И было приятно увидеть все это помимо суицидальной миссии с кражей денег. Хотя они уже ничейные получаются, тогда это и не кража вовсе. Кстати, несмотря на его наиболее известную роль Дэйва Батисты в качестве Дракса из Стражи Галактики, я овладел способностью стоять настолько недвижимо, что становлюсь незримым для глаз. Вот. Ты же хрустишь орешками. где толком не разгуляешься, да, в этом фильме он приятно удивил. Позволило ему больше раскрыться в плане актера. Еще на удивление было довольно много неплохих шуток и юмора в самой картине. Из отрицательного это то, что фильм длится 2,5 часа. И все бы ничего, да, фильм может длиться и 4 часа, и 6, дай бог, но все же я считаю, что фильм «Армия мертвецов» слишком затянут. Как, в принципе, и прочие фильмы Зака Снайдера. Они, будем честны, немного затянуты. И в этом фильме можно было бы спокойно минут 40, а то и 50 просто чикнуть и выкинуть. Некоторые сцены идут дольше, чем нужно, и в этом нет никакой необходимости. И иногда наносится информация с экрана, которой, по сути, могло бы и не быть. И оно ни на что не влияет. И сцену можно было бы сократить вдвое.
если не втрое. Еще вспомнил положительную вещь, я так считаю, да, что Зак Снайдер в этом фильме будет жертвовать интересными, сильными персонажами, чтобы шокировать и удивить зрителя, потому что подобные вещи мало кто будет ожидать, особенно когда начинаешь за кого-то сильно переживать, да, особенно если получается сродниться, так скажем, с персонажем, и он вам становится симпатичен. И по поводу концовки, опять же, можно было бы закончить фильм, но можно сказать, что после концовки фильма идет еще 10 минут фильма, как-то так. Фильм «Армия мертвецов» — это просто кинчик для расслабона, которого не стоит ничего ждать, великого, инновационного, чего-то, что вас потрясет до глубины души или вселенского какого-то смысла. Нет. Из самого названия, без описания понятно, что это фильм про мертвецов, живых мертвецов, жаждущих плоти и крови. Это получился прикольный, легкий, веселый экшен-хоррор, который можно посмотреть, особенно если вы любитель подобного жанра кино, если вы фанат Дэйва Батисты и жить не можете без зомби. Всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые отзывы, делитесь в комментариях мнением об этом ролике или о фильме «Армия мертвецов», жмите большой палец вверх, пока!